Сегодня во многих городах России люди собираются в памятных местах, чтобы возложить венки и цветы к могилам неизвестного солдата, к монументам тех, кто не вернулся с войны. В этот день и в Сибае прошли мероприятия по случаю почтения тех, кто первый принял удар на себя 22 июня 1941 года при вероломном нападении на рассвете в 4 утра войск фашистской Германии. Наша страна с Германией в 1939 году заключила пакт о ненападении. И вот с этого пакта о ненападении начинаются моменты, которые очень часто используются для фальсификации истории Великой Отечественной войны. Говорят, этот пакт нарушил единство между антигитлеровской коалицией. Хочу сказать, что это не так. Во-первых, такой же пакт заключила Польша в 1938 году. А Франция и Англия такой же пакт заключили еще в 1934 году с фашистской Германией. Поэтому мы не первая страна, которая заключила такой пакт. Это память о тех, кто погиб, защищая нашу Родину в Великой Отечественной войне. Это память о тех, кто не дожил до Великой Победы, не жалея здоровья и жизни в тылу, отдав все силы для помощи на фронте. Многострадальная российская земля плакала от невинно убиенных, казненных, раненых и безвременно ушедших сыновьях и дочерях. 27 миллионов жизней советских людей. Цена той страшной войны. Очень скорбная дата в жизни нашей страны. 74 лет тому назад фашистская Германия напала на Советский Союз. И с этого дня 1418 дней и ночей советский народ боролся с фашистской нечистью. В этой войне погибло очень много населения нашей страны. Каждая семья понесла урон в своих рядах. Наши отцы, деды наших детей воевали на фронтах. Посмотришь хронику и удивляешься, как можно такое выдержать. Но выдержали, победили. В этот день и стар, и млад возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». Это значит, что люди помнят и никогда не забудут о подвигах своего народа. Елена Афанасьева, Гурхамитов, Дамир Хайбуль, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.